Знаменитый советский авиаконструктор Владимир Петляков похоронен на Арском кладбище Казани. Каждый год сюда приходят внуки и правнуки поколения победителей. Убирают сухие листья, моют плиты, красят ограду. Сколько вот я себя помню, я в поисковом движении Республики Татарстан около 10 лет. И ежегодно под 9 мая мы выезжаем как раз-таки на все кладбища, в том числе на Арск, и убираемся. За время Великой Отечественной войны произведено более 11 тысяч пикирующих бомбардировщиков П-2. Из них только 1000 в Москве, остальные на Казанском авиационном заводе. Его главная особенность – высокая скорость и большая прочность. Зачастую пилоты возвращались на свои аэродромы с простреленными фюзеляжами и измочаленными крыльями. Мы всегда помним наверное, еще много столетий будем помнить тот вклад нашего героя Петлякова, который он внес своими разработками самолета П. Вот уже несколько лет поисковики отряда «Крылья Татарстана» ищут подбитые бомбардировщики по всей России, чтобы из сохранившихся запчастей собрать один оригинальный П-2, самый известный бомбардировщик Великой Отечественной войны. Сейчас ребята в очередной экспедиции в Ленинградской области. Сейчас они собирают так называемый центроплан, то есть это основной элемент, к которому крепятся и крылья, и остальные элементы фюзеляжа. Вот сейчас они его выправляют, ремонтируют. Они практически полностью восстановили 2 двигателя. Один двигатель, помимо тех 2, хотят сделать так, чтобы его можно было запускать, чтобы видно было, как он работает. В январе этого года исполнился 81 год со дня трагической гибели Владимира Петлякова. Он разбился на борту серийной пешки, когда вылетал из Казани в Москву. О жизни и трудах знаменитого конструктора можно узнать на сайте, посвященном Владимиру Петлякову. Иван Сарафанов, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.